Депортация лезгинского народа. 1930-е годы. Антиисламская политика и раскулачивание по инициативе Сталина спровоцировало Лезгин на ответные меры, в результате чего вспыхнуло Штульское восстание во главе с имамом Гази Мухаммадом Штульским. Коммунистами к наказанию были привлечены 316 участников движения, половина расстреляна, половина осуждена. Остальных лезгин с целью ассимиляции депортировали в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Разными способами людей спускали с гор на равнину. В бывшем Кюринском округе, например, Лезгин, Агулов, Табасаран привозили на место, где сейчас находится совхоз имени Гирейханова. В Белиджи и Дербенте их погружали в товарные вагоны. Причем женщины и мужчины были в одних и тех же вагонах. В пути и по прибытии многие лезгины умирали. По прибытии в место назначения людей просто выбрасывали в голые степи и велели, чтобы они обосновались так, как смогут. Очень повезло, что та первая зима выдалась мягкой. На данный момент общая численность лезгин в Средней Азии 45 тысяч человек. В Туркмении лезгин насчитывается 20 тысяч человек. В Туркменистане существует одна из самых больших лезгинских диаспор, которая сохраняет свои культурные традиции, религию и язык. В Республике Казахстан 14 тысяч, в Кыргызстане 3 тысячи, а в Узбекистане 5 тысяч